Вот твое интервью читал на «Украинской правде» огромное. И ну, огромное. Я таких давно не видел. Это вот такая пачка. Вот это твое интервью. Оно не маленькое, я тебе хочу сказать. Это только человек старой закваски может это прочитать. Но я прочитал, как старый редактор. Вот. В общем-то, радоваться особо нечему, потому что, судя по тому, что ты говоришь, да, у действующей власти своего медиаресурса нет. Да. У условно, значит, оппозиции такой не пророссийской, то есть проукраинской оппозиции у Порошенко выходит только один, ну, прямой канал и пятый канал, который, как ты написал, меньше влияния имеет, да? Нет, как раз прямое пятое непосредственное влияние. Эспрессо, скажем так, идеологически поддерживает. Ну да, ну вот три канала, да, там примерно так, да? Вот. Я не дословно цитирую, поэтому могу что-то не так говорить, сейчас Леша поправит. И на другой стороне фронта мы видим преимущество среди информканалов просто разгромное. То есть вот это началось при Петре Алексеевиче, это продолжается уже больше года при Владимире Александровиче. Сдается, значит, вот полностью как бы контролируется Россией. Там 80% информационных каналов. К чему это может вообще привести и что с этим вообще, говоря, делать? Вот ты как человек медиа, ты, наверное, закон читал о медиа, который до сих пор так и не принят, да, и так далее. Это на самом деле, это же, ну, серьезная ситуация, особенно, ну, выборы будут местные, потом не местные. Ну, тут есть два момента. Первый, я не сторонник того, что эту проблему можно решить административным путем. Безусловно, можно как бы апеллировать там, к опасности монополизации информационного пространства, соответственно, применять какие-то антимонопольные. Ну, там же все по-хитрому сделано, там же везде разные собственники нарисованы, да. Это как бы, не говоря уже о том, что понятно, что это какую-то реакцию вызовет, в том числе и за пределами страны. Я не имею в виду Россию, я имею в виду Европу. Это первое. То есть это неэффективно и имеет большие как бы репутационные риски в том числе. Я считаю, что это вопрос не только к нынешней власти, но и к предыдущей власти. Так, так и сказал уже. Да. Я просто еще раз подчеркну это, в том, что должна была быть, если мы говорим о защите национальных интересов, о защите информационного пространства, должна была быть альтернатива. И я не думаю, что каналы, которые поддерживают сейчас Петра Алексеевича, это есть реальная альтернатива. На самом деле эти каналы работают на аудитории, которая и так, в принципе, которых не нужно убеждать. Да, не нужно убеждать. Да. И поэтому, более того, чем дальше, тем больше эта аудитория превращается в некое гетто. Я об этом тоже говорил, за пределы которого никто не выходит. Сейчас такая информационная А у пророссийских каналов тоже такая ситуация. Российские, да. Это как бы единственная хорошая новость для, скажем так, противников. Это то, что там тоже информационный пузырь, потому что, безусловно, он не расширяет, он имеет пределы расширения, да, потому что, в принципе, ну, сейчас такая специфика всех информационных каналов, что смотрят люди, которые, в принципе, которые сами выбирают себе, что они смотрят, и, в принципе, наличие 5 каналов ничего не дает по сравнению, там, или очень мало дает по сравнению там, с одним каналом, потому что эта же аудитория, которая смотрит один канал, она смотрит эти 5 каналов. Поэтому, ну, если это может кого-то утешить, то, безусловно, у такой экспансии есть предел.